Всем привет! Прохладное утро. Вчера вечером был большой туман. Иду к реке, потом перейдем к речку, и снова у меня в планах сегодня пособирать грибы. Так что какой будет поход, посмотрим. А вам приятного просмотра. На реке какое-то спокойствие. Вообще ветра нету. Уже 2 лодки на другом берегу. Это у Николая, соседа. Он очень рано уходит в лес. Вот так вот. Сейчас я переверну лодку, спущу и тоже перейдем. Так. Пока шел, переходил речку, здесь иду. Уже второй каракат. Тоже переходит брод. Речку. Очень много людей сейчас в лес ходят за ягодами, грибами. По утру, конечно же, в основном едут за грибами. Ну а чернику, целый день так, движуха. Пока принимают ягоды, грибы, будут ходить. Вот дошел до леса, до опушки. Сосновый бор. Прошлый раз тоже здесь был. Дня 2 или 3 назад. Это фильм еще не вышел. Я уже снова в тайгу рванул. Короче говоря, и первый гриб нашел уже сразу же. Вот он. Маховик. Вот он, маховик, ребята. Первый гриб. В общем, буду собирать. Вот второй. Там еще красный, что ли, он. Второй маховик тоже, в принципе. Еще один красноголовик. Вот. Примерно так. Вот так у нас тайга дает грибы. Заходишь и находишь сразу же. Это считай, когда везде кругом еще грибники. Но они в основном собирают белые грибы для сдачи. Вот еще один. Надо пакет доставать уже все. Все хорошие. Все хорошие. Ладно, достаем пакет. Увидел первые боровики. Вот они. Сегодня их буду собирать с ножками. Вон 3 штуки я вижу. С ножками собирать буду. Если наберу, то тоже, может, и буду сдавать их. Вот они хорошие. Первый сорт. Один. Второй. Смотрите, какие красавцы. И вон еще третий. Да, пока 3 штуки тут. Вот они красноголовики. Я еще тут немножко набрал уже. Маховики набрал. И набрал еще. Смотрите. Немножко даже и дома почищу. Немножко черви там от ноги идут. Там еще один гриб остался. Вон, малюсенький. И там еще малюсенький. Белые, наверное. Получается, 2 штуки еще нашел. Иду, даже и про съемку забыл. Вон еще один вроде. Если не обманулся. Да,
похоже на белого. Белый, ребят. Не ожидал. Вот он. Тоже первый сорт. Выход хороший. В принципе. Гриб. А там еще что-то. Или консервная банка, непонятно. Ну, нет-нет, да находим. Идем дальше. Ух ты. Вон. Тут себе возьму. Этот на сдачу, если что. Я не знаю, как это. О, кажется, двойной. Вот так вот. Ножка гнилые, конечно, там. Ну да. Этот возьму. Это на приемку сейчас не берут. Это уже, считай, выше нормы. Пожарим. Тут попробуем сдать. Начинается дождь. Такой второй красавчик уже. Нашел. Только шляпку беру. И второй еще один такой попался. Вот он. Такая шляпка яркая, сочная. Ну, уже, знаете, пару килограмм грибов я нашел. Белых мало. Изредка попадаются, но в основном... Ох, как же, подосиновый... Ой, нет, подосиновики тоже мало. В основном маховики. Еще один. Луговой. Что это? А, не луговой, а этот. Подосиновик. Ножка гнилые, ребят. Ну, вон они какие. Не любим мы их брать. Так, пока никого, между прочим, не видел из людей. Тишина. Где-то в других местах, наверное, собирают. Так, сейчас я буду разворачиваться, в другую сторону пойду. Здесь еще этот пятачок гляну и все. Пойдем подальше. Здесь такой ряд грибов. Вон еще 3 штуки, смотрите. Как классно они вышли. Это подосиновики. Вот. В ряд так вышли они. Хорошие. Это пожарим сегодня. Это мы пожарим сегодня, ребят. О, вон еще один. Это уже белый. Это уже по размеру. Вон еще второй, ребят. Как увидел, но это уже второй сорт. Вряд ли примут. Потому что по размеру вроде более-менее, но уже вон. Шляпка уже не белая, а уже цвет другой. Вон еще третий. Сразу не заметил. И там дали еще один. Пачку такую нашел. Так. Да, ну вот это уже первый сорт. Это уже первый сорт, ребят. Шляпка. Под шляпкой она белая должна быть. Ой. Там еще один остался маленький. Вон дождь начался, блин. Полным ходом дождь пошел. А тут смотрите, какая красота. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там, ну, еще 7, 8, да. Вот эти мелкие годные, конечно. А вот большие, но они уже, не знаю, типа возьму. А это уже, получается, вон он, шляпки какие. Ну, проверю, может, для жарки годные будут, а так для сдачи они не принимают такие. Сейчас проверить надо. Да, себе возьму. Пожарим.
В общем, проверю вот эту мафию такую, блин. И этот еще надо взять. Еще гриб. Хороший. Этот уже не очень. Так, ну вот, ту пачку я оттуда проверил. Отошел буквально 10 метров. Здесь кругом грибы. Вот большие, крупные. Ух, этот непонятно какой. Так, вон еще один. В общем, сюда вроде никто еще не попадал. Грибов много. Вот. И вон еще надо внимательно смотреть. Понимаете? Где не ожидал, там и нашел их. И там, в общем, случайность. Фартануло. В общем, буду проверять. У меня пакет почти полный уже один. Хорошо, что я сегодня рюкзак взял. Так, прошелся вот тут. Посмотрел. Ну что сказать. Сегодня вообще грибной день. Смотрите, пакет у меня полный. О, килограмм 5 точно есть, может больше. Вот такие я для себя взял. Есть и вот такие хорошенькие. Пару килограмм уже набрал. Вот еще один надо почистить. Вот этот мох, корни почистить и тоже первый сорт. Вот это да. Вот какой-то пятачок небольшой, где людей не было. Понятное дело, может и собирают, но самые мелкие, на крупные не задерживаются. Вот на те, которые вот я тоже еще не проверил. Вот такие. Вот. Для сдачи они негодные, и сам по себе гриб тоже гнилой. Вот. Сейчас я этот пакет в рюкзак возьму и еще пособираю. У меня еще один пакет есть. Да, грибы собирать, если нормально собирать, надо какая-то техника. На рюкзаке, в рюкзаке это просто не вариант. Ну, наберешь 10 килограмм, потом с этим рюкзаком ходить тоже не очень. Какой-то транспорт нужен, если уже нормально грибами заниматься. Вот. Ладно, еще тут пройдусь. Может, что и найдем. Если нет, я доволен и этим. Сегодня пожарим и останется еще. Так. Очередная кучка такая. Так себе. Все плохие. Этот более-менее. Те даже проверять не стану. Этот тоже оставляю. Вон там еще один заметил. Кое-как, блин. Тоже уже, вон, смотрите. Ну, проверим. На сдачу точно не подойдет. Вот этот хороший. Там тоже проверяли. Надо мне рюкзак оставить где-то. На обратном пути возьму. Вот. Местами есть, местами вот проходишь, вообще нету. Нормально уже сейчас прошел тоже. Маховик. Дождик начинался, я уже почти сырой. Кратковременный дождь. Вот так вот. Ладно, сейчас я это проверю и дальше. У меня в пакетике уже вон второй пакет. Второй пакет, вот столько грибов уже. На одном и том же пяточке кружусь и потихоньку нахожу их. Так что пустыми сегодня домой возвращаться не будем. Вот тут, ребят, я на выходе из тайги свой рюкзак оставлю. Вот под этой сосной. Прям здесь я оставлю.
Да. Пускай тут будет он. И этот пакет тоже оставлю. Прямо вот здесь. Я уверен, никто отсюда этот рюкзак не будет даже и трогать. Пройдут. Понятное дело, полюбопытствуют, чей рюкзак. Чтобы вот брать чужое, ну я не знаю, это дикость в наше время. Все, вот смотрите, какой огромный рюкзак уже. И пакет еще там. Вот еще, чем на себе таскать. Ну, вон там уже выход вот тут. Ладно, идем. Еще пройдусь. У меня еще осталось 2 пакета. Сейчас уже скоро выйду на основной Ягельбор. Там еще кружок. Пройдусь. Набрал уже вот столько. Но в основном там крупные белые грибы, хорошие. И маховики. Все собираю. Если много будет, то отварим и заморозим в морозилке. Зимой пригодится. Скажем, надоест зимнее блюдо там. Захочется там картошку с грибами. Пожалуйста, вынимаешь из морозилки и готовишь. Так, ладно, сейчас еще здесь погуляем. Солнце уже встало. Я после 4 утра в лес пошел. Где-то час-полтора уже нахожу. Между прочим, ни одного грибника сегодня еще не видел. Может, меня и видят кто, но я лично никого еще не видел. Странно. Ну, похоже на гриб, да. Пошел. Выключил камеру и... Ну, это уже тоже в первый точно не пойдет. И он тоже не очень. Смотрите. Вроде хороший. Ну, для сушки, если сушить там нормально. Вот еще один. Этот, наверное, хороший. Ой, ножки какие-то. Ой, блин, шляпку сорвал. Шляпку сорвал, ребят. Ну, возьму хоть шляпку. Отварим. Ножки какие-то длинные. И мягкие. Быстро отошла шляпка. Очень надо быть внимательным. Просто проходишь, не замечаешь. Белые грибы они такие. Такая коричневая шляпка. Маскируется капец как. Бываешь, подходишь, там кора у дерева. Бывает, думаешь, это кора, а наоборот. Так что все надо проверять. Вот смотрите, какой вот почва. Ягель коричневая. Вот поэтому их очень трудно заметить. Это не подосиновики. Ладно, идем дальше. Везде ножки, дорожки, пока я вижу. Я говорю, прошлый поход за грибами, там, блин, народу было капец. Сейчас хороший выход маховиков начался. Вон они. Даже такие пропускаю. Грязные какие-то. В общем, каприз уже начинается у нас. Потому что выбор есть. Кому что нравится, то и собираем. Я оставил, кто-то после меня еще наберет. Грибники есть. Вкусы у грибников у каждого разные.
Вот такой бор хороший. Нету людей сегодня. Надоело или не принимают. Не знаю, в чем причина. Ладно, будем искать дальше. Ой, блин, комары кусают. Тут пятачок такой был. Из десяток, наверное. Нашел я этих. Вот эти маховики. Вот. Мелкие там еще были. Красноголовик, я их оставил. Тоже красные. Опять дождь начинается. Закапало. Так. Вон еще. Или эти уже оставил я. Что-то не помню. Вот маховики кругом. Вот этот возьму. Прям дофига. Но это только начало, ребят. Это начало грибного сезона. Ну и в то же время не надо надеяться на позднюю осень. Потому что уже несколько раз так было, что грибы в начале осени выходят. И потом уже просто выход прекращается. Вон как. Такой тройник. Тоже не очень. Вот такие как-то красноголовики. Очень много вот этой губки под шляпкой. Белых практически нету. В основном маховики. Красные потихоньку выходят. Тоже вот есть. Пакет уже почти полный. Маленькие пакеты взял. Не подумал, не подготовился. Быстро-быстро утром собрался, и для грибов надо, для сбора грибов надо побольше рюкзак и туда какую-нибудь легкую пластиковую посуду. Такой литров 50, чтобы входило. Чтобы не мялось ничего. Вот это надо, насчет этого надо мне подумать. Он тоже красноголовик такой. Вот еще маховик большой. Но это вон там еще 3. Да кругом они. Вон красноголовиков до хрена. Вот маховики. Да, соберу. Отварю сегодня я их. Почищу, а там уже Викторовна займется этим. Я обычно чищу. Она отваривает. Потом в пакетики ложим. Вот так происходит у нас сбор грибов. До хренища вот таких. Еще маховик он. Тоже чистый. Надеюсь, слышите, в пакет дожди попадает. И завтра дождь обещают. Так что потом 2 дня без дождя. Вон еще маховик. 2 дня без дождя. Где-то еще красный видел. А вон он. И снова дождь. Так что погода вообще отличная. И в дальнейшем еще грибы выйдут. Плохой. Блин, кусают комары-то как жестко. Вроде их мало, но жалят так. Капец. Так.
Викторовной за грибами тоже как-нибудь. Она любит грибы собрать. Обожает. Ну, здесь поблизости, в принципе. На часик сходить можно. Дома уж проверю это. Красных дофига. И все какие-то с ноги он гниет, он гниль идет. От корня там. Еще не покоя нет, в общем. Гриб за грибом. Все хорошие. Вот так. Белых тут вообще нету, а красных вообще море. Туда. Ой, это вообще мягкий какой-то. Тоже не буду брать. Наконец-то белый нашел он. Да, хороший. Ладно, пока без съемки, дальше буду забрать, потом еще включить. Вон гриб, ну кругом. Красноголовика очень много, подосиновиков этих. Белые все собрали, а на красноголовик даже люди не смотрят. Так что, а мы собираем все подряд. Будем заготавливать на зиму грибы. Потеплело, с утра прохладно было, солнце стало немножко. После долгих поисков, ребят, нашел вот тут такая пачка. Где-то еще слева вроде был, или вон там гриб. А, вон там спереди гриб. И вон в ту сторону тоже сходим. Вот тут вот, смотрите, какие они хорошие. Да. Все хорошие. Тут тоже нормальный. Этот хуже, этот хороший. Так, еще. А, вон он. Вот еще один. Сюда вроде никто не попадал, поэтому я их нашел. Может, уже оставлю. Почищу потом их. Большой, крупный вообще. Ой, какой здоровый. Видите? Но он негодный. Он с червями. Так. Где не ожидаешь, там и находишь, блин. Где-то вот... А, вон еще один, да. Его я видел еще. Не крупный. Так себе, ну ладно. Даже шляпка мягкая. Ну, проверю. Ножом проверю тут. Там маховик. Вон он. И все. Ну, потом уже не разгонишься, у меня последний пакет. Вот так вот. Все это выглядит, ребят, смотрите. Сейчас буду проверять, что годный, тот возьму, а все остальное оставим. Вот еще тот маховик возьму. Нам идти обратно, возвращаться вон туда. Здесь, смотрите, один пакет еще оставлю. Этот легонький пакет с собой возьму. И еще схожу. Ну, я, в принципе, вот здесь вот этот бор немножко проверил. Сейчас еще чуть-чуть вот тут пройдусь. И все. Хотя я там в одном месте уже заходил. Что-то вообще грибов нету. Ну, вдоль этой тропинки еще дороги надо проверить. Вот там болото.
какой-то запах интересный здесь. Не понимаю, с чем сравнить, но не очень хороший запах. Как будто что-то гниет. Ну да, что-то в этом роде. Может, с болота идет. Фиг знает. Вон большие. Не, большие проверять тоже бесполезно. Ладно, сейчас тут зигзагом пройдусь, по-быстрому пробегусь. Хотя тут тоже собирали. Старый выход хороший был. Сегодня слышал, кто-то уже на болоте косил траву. Там, как и я, косят еще 2 человека. Ну, я, в принципе, догадываюсь, кто это может быть. На каракате переехал с утра. С одной стороны, каракат хороший. Вещь. Вот именно для грибников. Вон. Собирали тут, видно. Что-то странно, вообще тут грибов нету. И даже вот я иду, и даже нету этих маховиков. Как будто с утра уже тут кто-то тоже побывал, собирал. Или выхода тут нету. Один большой такой маховик вижу. Не, бесполезно тут, ребят. Сейчас я еще туда пройдусь. Уф, ну да, это уже запах гнилых грибов. После заморозка вообще ужас будет. Заморозка ударят, люди уже перестанут вообще ходить в лес. И после заморозка оттепель идет. И уже грибы, считай, все уже испортились. И воняет лес тогда вообще жесть. Там я красноголовика увидел. Но крупные. Да, тоже крупные. Не, белых здесь вообще нету, ребят. Здесь уже капитально, тщательно собирали, видать. Ни мелких, ни крупных. Красноголовки не очень даже. Один проверю. Да. Хотя надо взять. А где вот ножка? Видно, что следы есть от червей. Не, бесполезно, ребята. Хожу тут. Пока не стало так жарко, надо возвращаться на солнце грибы, чтобы не держать. Да у меня там еще рюкзак, куда больше. Хватит. В следующий раз снова придем, как сможем, как получится. Но в основном у меня планы, конечно, на первую избу сперва съездить, потом уже грибами вот этими. Грибалка не убежит. А время поджимает, уже конец августа. Дел много. Ни хрена еще ничего. Свое запланированное дела не сделал в этом году. Вот, наконец-то белый. Один. Ну вот этот первый сорт тоже. Так, собирай первый, второй сорт. Блин, может и вообще сдавать не стану. Ладно, сейчас еще вот тут пройдусь, вот тут небольшой кружок сделаю и обратно пойду. Все на сегодня. Ну что, ребят, показываю рюкзак, пакет, ну примерно вот такой. Там потом здесь не так много, но и здесь тоже среднячок. Вот. Вот сейчас последнее вот это я собрал. Есть хорошие. Но это тоже на приемку, наверное, вряд ли пройдет, потому что если только на второй сорт. В общем,
позвоню на приемный пункт. Если принимают, съезжу, сдам хорошие грибы. Вот. Если не съезжу, то фильм буду сейчас уже заканчивать. Я вам основное показал, как я собирал сегодня грибы. Вот. Ждите новые фильмы. Вот. Если съезжу на приемку, еще включусь. Если нет, так все, пока-пока. Я сейчас пойду к лодке, перейду и хватит на сегодня. В общем, перебрал я грибы. Вот такое количество. Здесь, по идее, только первый сорт. Смешная цена, 80 рублей за килограмм принимают. Сейчас позвонил. Ну, не знаю, примут или нет, там еще будут выбирать. Съезжу, потом уже озвучу, насколько у меня это пойдет. Примерно, наверное, рублей на 300 здесь будет, не больше. Вот тут находится приемный пункт. Короче, на 380 рублей у меня грибы получились. 380 рублей. Как и ожидал, не ошибся. Ну, примерно говорил 300, ну, 380. Там, короче, Николай, знакомый, кто принимает, небольшую экскурсию для меня еще устроил. Там все показал, как грибы он хранит в морозилке, там он замораживает все, капитально замерзли, как лед стали. И черника там, ящики. В общем, блядь, на дорогу встанут. В общем, все показал. И рассказал, как он сбывает все это дело. Раньше я на него тоже работал. Ягоды, грибы принимал я. Нормально так. В то время, когда у меня УАЗик купил, все это быстро окупилось у меня. Ладно, ребят, дождь начался и в общем, трещот тут. Все, всем пока. Вот такая грибалка сегодня.